такое какое-то потрясение. Я учитель, оказывается. Всем привет! Меня зовут Светлана Афанасьевна Николаева. Я социальный педагог школы номер 31. Сегодня настал такой день, когда у нас созрело много вопросов в адрес нашего социального отдела, и поэтому я пришла побеседовать и поделиться своими какими-то видениями и ответить на ваши вопросы. Учителем я мечтала с детства, хотя первично в детском саду я хотела быть хирургом, а потом вдруг захотела журналистом в 4-5 классе, а далее хотела быть учителем русского языка, литературы, учителем географии, учителем немецкого языка, но интерес к математике был сильнее, естественно, очень у меня хорошие результаты были, и причем у нас в династии есть педагоги, и поэтому как бы по призванию я поступила в наш Якутский государственный университет имени Михаила Кировича Амосова на математический факультет. И, соответственно, после окончания университета я пришла работать в 31-ю школу. Мои планы все состоялись, которые по поводу профессии, получения и работы. У меня все, в общем, успешно, считаю. Социальный педагог. Это достаточно сложная профессия. Тут есть свои, конечно, необычные моменты. Это выявление микроклимата в социуме нашего 69-го квартала, если касательно 31-й школы, выявление негативных каких-то проблем, это взаимодействие с родителями, с детьми, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, оказание помощи, социальной поддержки незащищенным слоям населения, это в школьном пространстве, да, организация комфортных условий, помощь в сопровождении учащихся. Вот такие вот моменты. Также, вы сами понимаете, что видя, как мы работаем, мы часто общаемся с родителями, с детьми, решаем какие-то мелкие проблемы. Вот все знают, что в нашем отделе можно, допустим, прийти и попросить помощь в установлении потерянных вещей, просмотр видеокамер. Вот так расширяется работа с социальными сетями. Помощь детям, чтобы они не попадали, конечно, в неприятные ситуации. Первый учебный день, вообще первый день в школу, он был такой запоминающийся, яркий. Я пришла сюда, в эту школу, в 1993 году, 28 августа, если мне не изменяет память, как педагогический работник. 1 сентября мне дали классное руководство. Позитивно вспоминаю все это, потому что это были и мои первые шаги с детьми. Все было очень интересно, все было очень необычно. Я вспоминаю с удовольствием наших заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. Заяц Валентину Михайловну, которая была куратором как раз по математике, курировала нас, молодых педагогов. Григорович Валентина Владимировна, непосредственный заместитель директора по учебно-воспитательной работе, она и расписанием занималась, и все потом. Агеева Любовь Степановна, она сопровождала по вопросам воспитательной работы, поэтому очень благодарна им. И непосредственно же, естественно, это Чернинова Александра Алексеевна. Нас пришло сразу несколько человек, молодых учителей, и нас сопровождали, нам помогали, нас поддерживали советами, какими-то рекомендациями, да, приходили на уроки, помогали проводить открытые уроки. То есть все было очень интересно, насыщенно, каждый день приносил что-то новое. И, соответственно, это дети. Сейчас они уже, конечно, родители, в роли родителей приходят. Интересно, конечно, смотреть. Я тогда молодая была, эти дети первые, которые достались, они буквально, на 9 лет младше меня были. Практически разница. Сейчас, конечно, уже все такие большие, взрослые тети, дяди, встречаемся. У некоторых уже внуки появляются. В общем, вот так вот. Но первый год был, конечно, замечательный. Я бегала с широко распахнутыми глазами буквально.
Ну, естественно, свой предмет, математика. Мне нравится преподавать, мне нравится объяснять. У меня 2 класса сейчас, 9 Г, 11 Ж. Вот, что в социальной работе мне нравится то, что я полезная. Полезная детям, полезная родителям, полезная коллегам. Вот, то есть во мне нуждаются, скажем, в советах каких-то, да, вот, оказание помощи. Ну, вот это, потому что пользу человек должен приносить. И это правильно, я считаю. Трудность это бывает, когда ты не можешь с собой совладать, вот тогда вот трудность попадается. То есть где-то раз, немножечко страх, еще какое-нибудь самовнушение, еще какие-нибудь мысли себе, если допустишь, не те, которые нужно допускать. И вот тогда вот почва уходит из-под ног, и тогда человек теряется, и ряд ошибок происходит. И вот тогда появляются трудности. Ну вот так вот, на самом деле. Но запоминающийся выпуск, это, конечно, первый выпуск, самый первый. А так-то я все свои выпуски помню, по идее. У меня достаточно много выпусков. Я еще и в Центре образования молодежи работала. У меня, конечно, приятные воспоминания. Каждый выпуск имеет свои традиции, там свои особенности. И каждому выпуску я благодарна. Очень хорошие выпуски, я горжусь своими выпускниками. Как-то вот получается. Или просто уже жизненный опыт так помогает, не знаю. Но справляться удается, тем более очень хорошие помощники. У нас очень прекрасный педагогический коллектив. Каждый классный руководитель на своем месте находится. У нас прекрасная команда педагогов, психологов, воспитательный отдел. Поэтому я считаю, что все вместе, то есть не я одна справляюсь, а весь педколлектив работает над созданием комфортного состояния в школе. То есть стараются делать все необходимое для того, чтобы дети могли получать знания, чтобы у них были хорошие условия для учебы. Ну вот это вот все. И даже во время дистанционного обучения. Ребята, напоминаю, что у нас впереди каникулы. Это с 30 октября до 8 ноября. И я хочу вам напомнить, что, во-первых, самое главное – соблюдать режим дня, после 21:00 находиться дома. Во-вторых, если вы, конечно, не находитесь дома, вышли по каким-то моментам, да, допустим, аптека, магазин решили посетить, напоминаю, будьте осторожны, гололед, очень скользко. Вот сейчас то время, когда травмпункт буквально переполнен. Почему? Потому что очень много трав различных. Спасибо за просмотр. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ну и всего хорошего. В общем, хороших каникул, успехов.